В Абхазии ежегодно отмечают дату высадки Тамышского десанта. 2 июля к мемориальному комплексу в селе Тамыш приходят ветераны, руководство страны, депутаты, военнослужащие, представители общественности, молодые люди и все, кто считает важным в этот день почтить память героев, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В церемонии возложения принял участие президент Аслан Бжаня. Ровно 31 год назад высадка Тамышского десанта знаменовала начало военной операции, которая завершилась полным разгромом грузинских захватчиков. Воспоминания о трагических событиях войны самые тяжелые. Ветераны не любят об этом говорить. Рассказать о том, как это было, они решаются только ради будущих поколений. Чтобы молодежь знала о подвигах своих отцов, чтила память погибших и охраняла свободу и независимость Апсны. То, ради чего погибали бойцы абхазской армии и добровольцы. Герой Абхазии Роман Ануа – один из участников Тамышской операции. وبريان بجبان نقال ربجيم رجزاك ويبان عبرا ناس ديسانت شتروه числа يبخذ يخبيامش مشدود زو. Конец июня 1993 года. До окончания войны оставалось чуть меньше 3 месяцев. Командование ВС Абхазии принимает решение о начале операции по овладению села Шрома и стратегических высот северо-восточнее Сухума, чтобы подступиться к столице и освободить ее. В то же время, по плану командования, начинается операция по высадке десанта на Восточном фронте. 2 июля в 5 часов утра в селе Тамыш высадились абхазские подразделения. Славной страницей Отечественной войны народа Абхазии стала совместная операция абхазской армии на Восточном фронте. Накануне этой операции, начавшейся 2 июля 1993 года, грузинские войска под прикрытием огня артиллерии, орудий, танков и БМП предприняли попытку прорвать нашу оборону по всей линии фронта. Шли ожесточенные бои. Войска Восточного фронта, контратакуя противника своими активными действиями, обеспечивали высадку морского десанта. В операции были задействованы 3 полка Восточного фронта под общим руководством командующего Восточным фронтом Мирабом Кишмари. Части и подразделения фронта, действуя одновременно на нескольких направлениях, в результате ожесточенных боев освободили ряд населенных пунктов, тем самым создав условия для высадки десанта. Десантники и воины Восточного фронта, соединившись, заблокировали трассу Очимчира-Сухум, на важном ее участке воспрепятствовав тем самым перебросу грузинских воинских частей в Сухум. В течение 7 дней воинам абхазской армии удалось взять под контроль стратегическую магистраль, сдерживая натиск 8 мотострелковых батальонов, 1 механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона. Были уничтожены десятки единиц вражеской техники, множество видов захвачено в качестве трофея. Большое количество личного состава, среди которых были офицеры, контрактники вооруженных сил Грузии, были взяты в плен. Десант возглавлял Заур Зарандя. Июльская операция стала одной из значимых наступательных операций, предопределивших победный итог войны. В ходе боев тех июльских дней погибло 57 бойцов абхазской армии. 153 человека получили ранения. Отмечая высокое воинское мастерство, мужество и героизм, проявленные защитниками Отечества, при проведении десантной операции главнокомандующий вооруженными силами Владислав Арзенба объявил благодарность всему личному составу морского десанта, частям и подразделениям Восточного фронта и военно-морских сил, обеспечивавших переброску и высадку десанта. Наиболее отличившихся бойцы были представлены государственным наградам. Мы никогда не забудем, что на алтарь победы
сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии. Несмотря на потери, бойцы абхазской армии справились с поставленной задачей. И Тамышская операция предопределила победный исход войны. В завершении митинга 3 пешие колонны Минобороны Абхазии торжественным маршем прошли по селу Тамыш. Шазина Ханагуа, Даурий Напшиба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.